те времена спецслужбы были главным оплотом власти, ее иммунной системой, выполняющей специфичные, а порой и жизненно важные задачи государства. Часто на фоне эпохальных событий, когда маховик истории запускал одну большую череду совпадений, случайных и не очень. «1915 год, 19 октября. На рейде Гельсингфорса, ныне финский Хельсинки, стоит линкор «Гангут». Балтийский флот совсем недавно получил этот тяжелый корабль проекта «Севастополь» с 4 боевыми башнями, 16 бортовыми орудиями, 4 торпедными аппаратами. Уже вовсю гремит Первая мировая война, но мощный «Гангут» в ней пока не участвует. Правда, новостями не обделен, и великое отступление русской армии действует на моряков удручающе. На линкоре очередная погрузка угля в трюмы. Дело тяжелое и противное. 50-килограммовые корзины, угольная пыль. В качестве награды за такой труд морякам обычно на ужин варили макароны по-флотски, но на этот раз плохого качества ячменную кашу. Недовольство команды было категоричным. Кашу! Не брать ее! Офицерские гады издеваются над нами! Чего бунтуете? Хорошая каша, ее самое высокоблагородие ели! Хорошая каша? Ну так иди отсюда, пока мы тебе эту кашу на голову не вылили! Уж высокоблагородие, идя! Унтер-офицер Иван Андриянов был одним из создателей большевистской ячейки на борту «Гангута» и одним из вдохновителей ячменного бунта. Не получив поддержки, бунт очень быстро был подавлен. 26 зачинщиков получили в общей сложности 256 лет каторжных работ. Унтер-офицер Иван Андриянов военно-морским судом был разжалован в матросы и сослан в морской дисциплинарный батальон в Архангельске. Там он вступил в партию большевиков, там же встретил Октябрьскую революцию. Из протокола номер 21 заседание Совета народных комиссаров РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии. Председательствует Владимир Ульянов-Ленин. Присутствует Дзержинский, Сталин, Петровский, Глебов, Минжинский, Аксельрод, Шотман. Постановили назвать комиссию «Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем» и утвердить ее. Комиссию наделили особыми полномочиями, такими как право производить конфискации, выселять преступные элементы, лишать их продовольственных карточек, опубликовывать списки контрреволюционеров. У чекистов появились специальные мандаты. Поначалу ВЧК не берет на себя судебных функций, ведет только предварительное расследование и действует через революционный трибунал. Было понятно, что только Петроградом и Москвой деятельность ВЧК не будет ограничена. И уже начиная с марта 18-го Дзержинский приступает к организации аппарата ВЧК на местах. Июль 1918 года. В Усть-Сысольске организована уездная чрезвычайная комиссия. Практически сразу же после второго уездного съезда Советов, избравшего уездную думу, в которой коммунисты не получили большинства. В Усть-Сысольск Иван Павлович Андриянов прибыл в конце мая 18 года. А уже в июне он назначен начальником Усть-Сысольской милиции и стал членом уездного исполкома, одним из организаторов и первым руководителем большевистской организации. После этого руководители большевистской ячейки решили действовать по-другому. Иван Андриянов, руководитель Усть-Сысольской коммунистической организации и начальник уездной милиции, 21 июля 1918 года провел собрание местных большевиков, на котором решено было организовать переворот. Власть перешла к большевикам. С июля 1918 года Усть-Сысольская уездная чрезвычайная комиссия вошла в Северодвинскую губернскую структуру. В властях уезда советами назначались комиссары ЧК. В то самое время создание Усть-Сысольской ЧК было связано с надеждами на светлое будущее, с верой в идеалы большевиков. Не случайно одним из первых представителей Усть-Сысольской ЧК стал поэт, писатель и драматург Виктор Савин. 24 июля 1918 года
я впервые приехал в Усть-Сысольск. Мне очень хотелось на родном коми-языке призвать коми-народ к новой жизни. Реденько стал писать коми-стихи. Кроме газеты, на меня возложили еще следующие должности. Председатель уездной ЧК, секретарь УКОМ РКПБ, заведующий уездным агентством «Центр печати», заведующий уездным отделением Российского телеграфного агентства «Роста». Хоть на части разорвись. Главным руководителем новой структуры безопасности назначен Иван Андреянов. Операция его чекистского отряда по доставке хлеба в голодающий Коми-край и сибирского села Ляпино даже сегодня выглядит как подвиг. Одно из самых резонансных дел Усть-Сысольской ЧК лета 1918 года – поиск и арест супруги премьер-министра Временного правительства Александра Керенского Ольги Львовны Керенской, приехавшей в Усть-Сысольск с сыновьями Олегом и Глебом и матерью в мае 18 года переждать революционный хаос в лесной Зырянской глуши. Керенские сняли жилье в деревне Кочман. Приезд в маленький городок столь высокой персоны не остался незамеченным. Газета «Зырянская жизнь» вышла с язвительной статьей «Керенская приехала, заметив, что жена экс-премьера закупает на местном рынке продукты, не глядя на цены, поэтому, дескать, они дорожают». Но получила гневный ответ от Ольги Львовны. Я прочитала заметку, напечатанную в вашей газете, и должна ответить следующее. Факт, конечно, сам по себе пустяшный, приехала Керенская или нет, но слишком ярко характеризует не только нашу обывательщину, но и интересы газеты «Зырянская жизнь». Гибнет Россия, наша Родина. В борьбе изнемогают брошенные нами союзники. Немцы уже готовы праздновать кровавый мир победы. А для зырянской жизни, конечно же, важнее, какую цену платит Керенская за продукты. Причем сообщаются заведомо ложные сведения. Я думаю, что вся эта заметка имеет целью натравить обывателей на Керенскую за якобы повышение цен. Но если местные интересы действительно сосредотачиваются на ценах, которые я плачу за продукты, то сообщаю, что я покупаю на базаре наравне с прочими обывателями. И не думаю, чтобы крестьяне, пришедшие из разных деревень, были так осведомлены, которая именно Керенская. Значит, цены я плачу те же, что и все обыватели. 19 августа 2018 года в Усть-Сысольск поступило телеграфное распоряжение трибунала Котласского укрепленного района. Сделайте розыск Керенской, арестуйте, сделайте дознание, представьте арестованную Котлас. Куда Ольга Львовна спустя некоторое время вместе с семьей и направилась. Под конвоем. Любопытно, что одним из сопровождающих был будущий классик коми-литературы, все тот же Виктор Савин. Женщина охотно вступала с ней в разговор, открыто называя своего мужа политическим банкротом. Никаких предосудительных поступков Керенская не совершала, антибольшевистских настроений не выказывала, поэтому вскоре была отпущена на свободу. В течение лета-осени 2021 года шло постепенное формирование структуры областной чрезвычайной комиссии. В Зыр-облчк 3 ноября 2021 года был создан дивизионный особый отдел, оперативно подчинявшийся особому отделу Северного военного округа. Образование этого отдела было вызвано тем, что в Коми-автономной области дислоцировались регулярные части Красной армии. Самое непосредственное участие сотрудники спецслужбы, а с 1922 года это уже не ВЧК, а ГПУ, Главное политическое управление, приняли и в разработке первого в России нефтяного месторождения в Ухтинском районе. Под контролем сотрудников ОГПУ Сергея Сидорова и Леонтия Липовского Ухтинская экспедиция возобновила работы на Чебьюском промышленном месторождении. Ежесуточный дебит скважины составил больше 4 тонн. Начало Великой Отечественной войны большинство сотрудников НКВД встречают вместе с гражданами своей страны на линии фронта. Люди, работавшие тогда в органах безопасности, обладали высоким чувством долга и беззаветной преданностью Родине. Они также шли в атаку, наравне со всеми глотали пыль и пепел бомбежек. Им было тоже страшно в первом бою. Прошли пойму реки, за поймой реки деревня на высоком, на тот берег выше. Взяли и освободили эту деревню, потом вторую деревню освободили, а там нас в клещи взяли с обоих сторон. Вот тут меня и ранее отходить начали. Я упал, потом крикнул: «Помогите мне встать». Мои
подчиненные подхватили меня, я их обнял. На фронте разведчиков фашисты боялись больше всего. Именно они в составе фронтовой разведки и подразделений СМЕРШ буквально парализовывали и срывали многие операции германского командования, не забывая при этом быть главным оружием возмездия для предателей и полицаев. Николай Кузнецов – один из самых выдающихся советских разведчиков, один из самых ярких представителей органов госбезопасности предвоенного и военного периодов в истории нашей страны. Но мало кто знает, что будущая гроза гитлеровских нацистов и предателей Родины в НКВД попал по рекомендации наркома НКВД Коми СССР Михаила Журавлева. Именно он в 1938 году, несмотря на не очень хорошую анкету, предложил начальнику отделения контрразведывательного управления ГУГБ НКВД СССР Леониду Райхману взять Кузнецова в центральный аппарат НКВД как особо одаренного агента. Это был судьбоносный, поворотный момент в биографии Николая Кузнецова. С него и началась его героическая судьба. Речкалов Иван, уголовник, дезертир. Работал в гестапо, участник отравления советских людей газами. Листовина, кулак. Участвовал в убийстве 60 советских граждан. Тучков Григорий служил в гестапо. 1943 год. Советскими войсками только что освобожден Краснодар, и перед многотысячным народным судом предстали пособники фашизма. Ну или, как их сегодня кое-кто мягко называет, коллаборационисты. Таких вот Речкаловых и Тищенко сотрудники НКВД на освобожденных территориях обнаруживали сотнями, невзирая на всяческие их ухищрения. Кто-то пытался выправить себе поддельный паспорт, кто-то откровенно бежал, куда глаза глядят, но кому-то выпадала счастливая карта. За неимением улик их не расстреливали, а отправляли в ссылку. Часто в нашей республике. Доказательств их злодеяний нет, а значит, можно вздохнуть спокойно. 26 ноября 1968 года на Генеральной Ассамблее ООН принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Для предателей наступил момент истины. Их дела срочно поднимают из архива, проводят дополнительную проверку, находят свидетелей преступлений, выносят новые суровые приговоры. А за 23 года после Великой Победы, тщательно скрывая свое прошлое, пособники гитлеровцев уже, как правило, успевали обзавестись семьей, получить хорошую работу, но их все равно искали и находили. Одно из таких разыскных дел попало в руки Юрия Болотова, на тот момент отвечавшего за промышленные предприятия Сыктывкара. Найти преступника для Юрия Максимовича стало делом чести. Свое внимание он сосредоточил на, казалось бы, обычном советском гражданине. Бригадир грузчиков, передовик производства, уроженец Житомирской области, скромный, обаятельный, как говорят в таких случаях, не был, не привлекался. Фронтовик. Стоп. Почему же тогда у него нет друзей? Разговоров о войне избегает, да и с родственниками связь не поддерживает. Интерес возникает всегда человека. Когда вот, например, советский строй, значит, какие-то там отношения человеческие нормальные, а он интересен тем, что он неадекватен. То есть не классический, как бы сказать, в отношениях он избегает общественных мероприятий, избегает общественных каких-то вот сборищ, где-то в бане, там, с друзьями, какое-то событие на предприятии, а он где-то, постоянно его нет там. Вот. Не злоупотребляет там ничем. Малоконтактный. Вот это вызывает интерес. Списаться с оперативниками Житомирской области и провести опознание по фотографии было уже делом техники. Вердикт коллег однозначен. Бригадир грузчиков не тот, за кого себя выдает. И по фото он опознан как известный в округе участник бандеровских карательных отрядов. Уже скоро в Сыктывкар прибывает опергруппа для задержания и этапирования опознанного преступника на его малую родину – место совершенных преступлений. С этой минуты вся жизнь предателя проходила под контролем сотрудников госбезопасности. Брать решили, не привлекая внимания. Прибегли к хитрости. Тогда я договорился с начальником Сыктывкар-Снаба города Жаковым Геннадием Васильевичем о том, что давай сделаем так, что отправим его как передового работника на всесоюзную встречу по линии Госснаба в Киев. Значит, он и вызывает его к себе, что вот, принято решение, и мы отправляем его в командировку. Он дает согласие. В Киев. Не в Житомир, Киев.
Ну и, значит, дают ему командировочное удостоверение, билеты. Все подготовлено было заранее. Сопровождают в самолет и везут. По прилету в Киев на фигуранта надевают наручники прямо в аэропорту. Потом следствие, открытый народный суд, приговор. В Сыктывкар приходят скупые строчки. Приговор приведен в исполнение. В послевоенной коме СССР тех, кто скрывался от правосудия, было предостаточно. Бывшие каратели часто выдавали себя за фронтовиков или местных жителей. Виталий Володин – один из тех, для кого предавать таких хамелеонов в суду было не только работой, но и призванием. У нас здесь был, значит, когда пленили, у нас здесь был целый полк, значит, в республике из бригады Каменского. Поэтому многих не арестовали оттуда, наиболее крупных карателей. В Летке нашли командира батальона «Днепр». Крупный карательный батальон был среди немцев с большим кровавым следом. Рафаил Тарасов в окончании войны встретил в Череповце. Офицер КГБ искал предателей и так называемых «вахманов», тех, кто без стеснения мучил и убивал людей, в том числе в концлагерях. Травники лагерь уничтожения евреев. Если так вот расшифровать, то вот так. Приходили эшелоны из Франции, из Чехословакии, с Советского Союза, с оккупированных территорий. Загоняли вагон вот в этот лагерь, разгружали, а им объявляли о том, что они проходят дезинфекцию и поедут дальше. Значит, под видом бани вот это была душегубка. Их загоняли в эту душегубку, пускали газ, умерщвляли, выгружали. А потом, когда уже несколько вот так вагонов прошло, их выгружали штабелями, складывали там в этом лагере. Запах появился уже от этих вот трупов. Уже, как раньше, допустим, первые евреи уже не шли в этом добровольно, да? Вот приходилось загонять, устраивался коридор из этих вахманов, и вахманы загоняли вот узников этих в баню. Изменники и предатели Родины есть и сейчас, даже, казалось бы, в мирное время. Мотивы, как ни странно, все те же, что и в послевоенное время. Доллары, красивая заграничная жизнь, развал государственного устройства, террор. И по-прежнему на первом месте у таких людей трусость, страх, алчность и предательство. А значит, работа у ликвидаторов продолжается. У послевоенного поколения спецслужб, а с 1954 года это уже Комитет государственной безопасности, цели и задачи стали корректировать, исходя из политической обстановки. Это было время противостояния спецслужб сверхдержав, время стремительной гонки вооружений, значит, время массированной шпионской атаки. Неудивительно, что к любому проявлению экстремизма сотрудники КГБ относились с особым вниманием. 1 мая 1966 года, за 2 часа до начала праздничной демонстрации на Юбилейной, ныне Стефановской площади Сыктывкара, прямо у центральной трибуны обнаружен присыпанный землей ящик. В нем позднее специалисты найдут взрывное устройство с часовым механизмом. Достаточно быстро сотрудники спецслужбы вычислили создателя бомбы. Им оказался один из иногородних студентов, объяснивший свой поступок желанием увидеть переполох. Дальше он уже шутил в психбольнице. В это время в Сыктывкаре уже вовсю идет грандиозная стройка. В тайге комсомольцы-добровольцы возводят будущего гиганта на Вычегде – Сыктывкарский ЛПК. Оборудование для него везут из Японии, а органы госбезопасности практически от начала до конца строительства исполина лесохимии ведут контрразведывательное сопровождение. И оперативным путем выясняют, по тем чертежам, что предоставили советской стороне иностранцы, собирать оборудование, конечно, можно, вот только потом на устранение дефектов нужно будет потратить солидную сумму. Такое развитие событий было пресечено, что сэкономило по оценкам специалистов порядка 40 миллионов инвалютных рублей, за что наших сотрудников госбезопасности потом искренне благодарило руководство страны. Момент перестройки не остался незамеченным в рядах спецслужб. В те годы, в условиях постоянных реорганизаций, многим казалось, что мощнейшая служба безопасности страны падет вместе с поверженным памятником его основателю Феликсу Дзержинскому на Лубянке. На вольные хлеба из союзных, а потом российских структур ушли многие квалифицированные сотрудники. Впрочем, применительно к коме массового оттока кадров в органах безопасности не произошло. Разрешение военных конфликтов как внутри России, так и за ее пределами никогда не обходилось без участия работников спецслужб. Афганистан, Таджикистан, Северный Кавказ.
В 96-м, спасая жизнь своих товарищей, героически погиб подполковник ФСБ России Александр Алексеев, посмертно удостоенный звания Героя России. Из Ханкалы, из штаба федеральных сил оперативникам поступает новый приказ – выполнять свои обязанности в прежнем режиме. В Грозном уже фактически хозяйничали боевики. – 87 человек в общежитии занимает круговую оборону. Руководство берут на себя Александр Алексеев и Иван Кокорин. Он, если что-то делал, то делал так, с душой, активно все. И всем сердцем. Рыбалка – это так рыбалка, охота – так охота, футбол – так футбол. Спортом занимался активно. Ну, такой был лидер. Поэтому и там оказался в тех суровых условиях лидер. Компетентность, умение работать с людьми, умение наладить контакт, взаимоотношения. Вот так у него. Очень такой контактный был человек. Общежитие окружено боевиками с 3 сторон. Все свои действия бандиты фиксируют на видеокамеру. В это время внутри здания никакой паники. Александр Алексеев отдает четкие указания, кому и где вести огонь. На переговоры с обороняющимися выходит полевой командир по кличке Серебряный Лис, по всей видимости, один из предателей. Течение время, Алексей, пожалейте, ребят. Даю тебе слово, что я твое слово не нарушу. А если ты не веришь, ты можешь что СОБР запросить. У тебя и время есть на это. Встречай. А мы не СОБР, мы ФСБ. Знаешь что? Извини за выражение, но это то же самое, только в другой руке. Поэтому поторапливай. Не губи, парни. Я любой ценой возьму это слово. В последний день 2004-го в Чечне погиб уроженец нашей республики лейтенант ФСБ Станислав Целин, а в 2008-м в республике Ингушетия управление потеряло еще одного коллегу, полковника Александра Наговицына, посмертно удостоенного Ордена Мужества. Со временем менялись не только задачи тайной службы, но и место ее дислокации. Из старого дома ВЧК нынешней епархии органы безопасности переехали в специально построенное здание на улице Кирова. После утвержденного плана строительства «Правительственная связь Кавказ» стройка была рассчитана на 26 месяцев. Однако, благодаря помощи энтузиастов в лице самих работников ФСБ, здание было готово к эксплуатации на 10 месяцев раньше. В нем спецслужба находилась 63 года. Сегодня управление ФСБ уже непрерывно связано с новым красивым зданием у Кировского парка в Сыктывкаре, на площадку перед которым перенесли памятник Александру Алексееву. Лихие 90-е для органов безопасности обозначили новую угрозу – бандитизм. Искоренение больших преступных группировок стало основным приоритетом региональных спецслужб. Была уничтожена и разбита банда Цыплинского в Воркуте, первая в своем роде. Свой отпуск банда «Квадрата» решила провести не где-нибудь, а в Краснодарском крае, заодно прихватив с собой отпускные, награбленные вещи, бытовую технику и оружие. Понятно, что в обычном поезде провести все это вряд ли бы удалось, поэтому цыплинские сотоварищи заказали себе эксклюзивный вагон в товарном поезде. Прицеп ждал своего позднего часа в тупике Воркутинской железнодорожной станции. Там его и обнаружили оперативники. В Сыктывкаре при поимке группировки Титовых погиб подполковник Алексей Половников. Позднее почти в полном составе пошла под суд банда логиновцев. Убийств
Массовые вымогательства, грабежи больше 10 лет банда держала в ужасе эженских бизнесменов, жестоко расправляясь с теми, кто не хотел платить дань. Ее поимка стала одним из самых крупных успехов регионального управления ФСБ вместе с МВД в начале 2000-х. Сам процесс, для которого в столичном СИЗО соорудили специальный зал, затянулся на 3 с лишним года. По уголовному делу, которое в итоге набрало вес в 220 томов, допросили больше 300 свидетелей, в том числе засекреченных. В итоге виновными признали всех. 4 лидерам УПГ Михаилу Леонову, Александру Митянину, Владиславу Трофимову и Валерию Нестерову назначили пожизненное заключение. И еще 17 фигурантов получили различные сроки лишения свободы. Следующая банда, так называемая группировка Ифы и Козлова, все в той же Воркуте. При непосредственном участии сотрудников ФСБ в широкомасштабной спецоперации силовиков Коми ее ликвидировали весной 2010-го. На скамье подсудимых оказалось 20 человек, включая одного из предполагаемых лидеров. За ними числилось 12 убийств и покушения, 2 захвата заложников, мошенничество, вымогательство, незаконный оборот оружия. Справедливого наказания обвиняемым избежать вряд ли удастся. Сегодня в приоритете управления ФСБ по Коми защита экономических интересов региона. Десятки уголовных дел против взяточников, начиная от бытового уровня, заканчивая управленческим. Те, кто использовал власть в целях обогащения, поплатились. Мэрские коррупционные скандалы – отдельная, пока не закрытая страница работы спецслужб. Махинации, угрозы, десятки миллионов рублей ущерба. Районов, пострадавших от действий местечковых сатрапов, все больше. Впрочем, впереди процессы посолиднее. Служба в органах безопасности сильна традициями, связью поколений. При активном участии ветеранов проходят встречи с молодыми сотрудниками, на которых они обмениваются своим богатым оперативным опытом. Главная задача не только была для нас, но и для последующих поколений, для нынешнего поколения – это, конечно, повседневная учеба. Если человек хоть немножко остановится, во времени не будет познавать не только окружающий мир, но и не будет познавать те задачи, не будет понимать те задачи, которые решает орган, то, конечно, он служить не сможет. В органы нужно идти по призванию. Человек должен быть очень честным, подготовленным физически, подготовленным морально, ко всяким сложным ситуациям готовым должен быть. И никаких меркантильных интересов не должен выносить. Самое главное – преданность, любовь к родине. Ну и, естественно, патриотизм. Идейный, морально устойчивый, правильный, положительный. Знаете, раньше в госбезопасность привлекали человека, даже его не извещая. Они просто находили по предприятиям, по учебным заведениям, где-то заканчивают, просто изучают, подбирают, кто примерно может подойти по всем качествам. Борьба с терроризмом – одна из приоритетных задач, возложенных на ФСБ России. Новое поколение чекистов хранит и приумножает лучшее от ветеранов органов безопасности. И фраза «есть такая профессия – родину защищать» для них не пустой звук из кинофильма, а главный жизненный идеал.